Но в итоге мы видели то, что видели. Я выскажу свою личную оценку. То, что вносилось сначала, и то, что мы увидели в результате торгов, довольно пошлых, со стороны некоторых фракций, которые вдруг полюбили друг друга и стали вместе, хотя друг друга обзывали там как только можно в предыдущее время. И эти люди вдруг выторговали у президента сокращение сроков, значит, выторговали вот эту регионализацию, о чем вы говорите, да? Вот, и как-то это выглядит немножко, я не могу подобрать слово, но такой маргинализации, что ли, самой идеи, да, о военном положении, о чем вы говорите. Вот насколько будет эффективно вот именно то, и какие действия, ну, что вы можете сказать, будут предприняты сейчас хотя бы в этих 10 областях, граничащих с Российской Федерацией, и с Молдовой, где с Приднестровьем, как знаем, находятся русские войска? Ну, смотрите, мы вообще в рамках независимой Украины, да, вообще, наверное, в жизни этого поколения впервые вводим такой режим, который называется военным положением. 45-го года. Да, видите, вы как журналист знаете это лучше. И поэтому сейчас очень преждевременно, в общем-то, предполагать, насколько он будет эффективным. Но посмотрим через 30 дней. Но я вчера и выступая пытался донести одну мысль, и когда задавал вопрос секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины, моя мысль заключалась в следующем, что вот эту трагическую ситуацию нападения в Азовском море на украинские корабли мы должны переформатировать и перевести, в общем-то, в начало процесса деоккупации Крыма. Я не просто это говорил, но из желания там покрасоваться перед кем-то. Я просто исходил из того, что Путин в очередной раз продемонстрировал абсолютное неприятие, в общем-то, любых цивилизованных подходов при решении любых и глобальных, и менее глобальных вопросов. И на этой почве следовало бы, с моей точки зрения, и следует, еще время не утеряно, максимально попытаться объединить наших партнеров и изменить свои украинские подходы к нашим дальнейшим взаимодействием как с партнерами, так и через них с Россией. То есть надо, мне кажется, уже отложить в сторону требования на уровне минских переговоров, нормандской четверки. Надо просто сказать, наши границы все, включая Автономную Республику Крым и Севастополь. Я и сегодня исхожу из того, что очередной кризис в ходе войны, как-то звучит очень глупо, да? Война идет 4,5 года. Кризис во время войны. Во время войны. Ну, какой-то всплеск такой, да? Вот. Мне представляется, что надо было бы использовать для этого. Боюсь, что это нам особо не удастся. 30 дней – это не такой большой срок. Но и мир тоже переполнен другими событиями. Накануне Рождества. В общем, россияне тоже кое-что просчитывают. Но, тем не менее, все то, что случилось позавчера, оно, конечно, в значительной мере еще больше усиливает недоверие к России со стороны других мировых лидеров, особенно тех, которые, может быть, все еще надеялись, что с Путиным можно вступать в диалог.